Первая помощь – это не помощь медиков, это помощь окружающих. Здесь уверены, оказывать ее должны уметь все. Правильно наложить жгут при кровотечении, зафиксировать пострадавшего после перелома или сделать искусственное дыхание. Студенты-медики на практике показывают, как правильно проводить каждую манипуляцию. Жгут накладывается обычно при ранениях верхних и нижних конечностей. Если у нас пациент лежит, мы накладываем жгут выше ранения. Зимой жгут накладывается 30 минут, а летом час. Положить ладонь в центр грудной клетки, вторую сверху и сомкнуть пальцы в замок. Зафиксировать руки в прямом положении. Студентам показывают на манекене, как сделать непрямой массаж сердца. С какой частотой и силой давить на грудную клетку, чтобы не сломать ребра, тоже объясняют. По статистике, каждому 10-му человеку становится плохо на улице, дома или на работе. Причины могут быть разными. Ибрагим Гулеев ни разу не сталкивался с подобными случаями, но уверен, всегда нужно быть наготове. Встречается на дорогах ДТП или пожары, допустим, в частных домах. И бывает так, что пожарные не успевают вовремя подъехать, и нужно бывает оказать первую медицинскую помощь пострадавшим от угарного газа, допустим. Я получу для себя немного новой информации, и в дальнейшем, если я увижу какой-то ЧС, допустим, на дорогах или в частных домовладениях, и я буду знать, как правильно оказать первую медицинскую помощь пострадавшим. Подготовить волонтеров для квалифицированной помощи специальным службам, повысить культуру безопасности. Это практическое занятие проходит в рамках проекта «Добровольчество в чрезвычайных ситуациях» Комитета по делам молодежи. Проект стал победителем грантового конкурса Федерального агентства по делам молодежи. Данный проект показывает нам, в каких жизненных ситуациях мы можем оказаться и какие методы мы должны применять для спасения жизни людей. По результатам данного проекта должно обучиться этим азам около 300 человек. Нужно создать 12 команд, и, как мы знаем, ситуация в стране в целом. У нас в республике очень много таких чрезвычайных ситуаций, где как раз таки эти навыки необходимы, где их действительно нужно применять. Надеюсь, наши навыки и то, что мы показали, принесли пользу людям, чтобы в дальнейшем они знали, как оказывать первую помощь. Каждый месяц проводим такие мероприятия, потому что, мы же люди, нам свойственно забывать, чтобы закрепить свои знания. В любой непредвиденной ситуации, когда счет идет на минуты, многое зависит не только от профессионализма врачей. Первостепенное значение имеют грамотные действия тех, кто оказался рядом с пострадавшим. От их знаний зачастую зависит жизнь человека. Тамара Хшагульгова, Асхаб Белакиев, Новости 24.